Выращивание пшеницы для кыргызстанских сельхозпроизводителей уже давно не является делом прибыльным. Урожай не оправдывает затрачиваемые на протяжении нескольких месяцев труд. Кыргызстан лишь на 30% самостоятельно покрывает свои потребности в зерне. Все остальное завозится извне. Раньше в сутки мы выпускали 2000 мешков муки. Сейчас 400-500 мешков, поскольку извне завозится очень много контрабандой муки. Большинство людей, которые здесь трудились, остались без работы, вынуждены были уехать на заработки в Россию. Они там платят налоги. Наш комбинат работает в Кыргызстане уже много лет. Мы исправно платим налоги, делаем начисления в соцфонд. Но мука, которая завозится контрабандным путем, не облагается налогом. Я не знаю, но контрабандисты не дают нам работать. Отечественные производители продолжают терпеть убытки. Одна из главных причин высокого спроса на казахстанскую муку – это высокий уровень клейковины в импортной пшенице. Но, по словам главного лаборанта ОСО Марьям Ош, качество отечественной продукции ничуть не хуже казахстанской. Из казахстанской муки пекут в основном хлеб для продажи. Основной вопрос в уровне клейковины. Но в нашем комбинате есть пшеница сорта «Меркурий». Ее уровень клейковины 34-35. Уровень в казахстанской пшенице такой же, порой даже выше 36. Мы можем ответить за качество муки, выпускаемой в нашем комбинате. В 2015 году темпы в работе мукомольного комбината немного сократились, опять же из-за контрабанды муки из соседних стран. В 2018 году в ОСО Марьям работа значительно улучшилась. Уже сейчас здесь перерабатывают пшеницу собственного производства марки «Меркурий». Она, как отметили в лаборатории, ничуть не хуже казахстанской. Во время пандемии спрос на отечественную муку увеличился. Впрочем, в 2020 году Казахстан, ссылаясь на пандемию COVID-19, установил ограничения на вывоз зерна за пределы страны, в том числе Кыргызстан. Но контрабанду никто не отменял. Когда мы работали в 3 смены, в комбинате выпускалось 2000 мешков муки в сутки. Да и покупателей было много. Работа остановилась, когда началась контрабанда из соседнего Казахстана. Сейчас многие вышли в отпуск без содержания. Это наш единственный заработок, чтобы прокормить семьи. 1450 сом за мешок – это цена на отечественную мукомольную продукцию. Она на порядок ниже муки, привезенной из Казахстана. 1700 сомов – это цена во время пика распространения пандемии. По словам работников комбината, спрос на нашу продукцию в последнее время увеличивается. Это мука из комбината Марьям. Сюда привозят ее оптом. Мы тоже оптом отпускаем продукцию. Из-за конкуренции, конечно, торговля не очень хорошая. Из Казахстана продолжают возить контрабандную муку. Но у нас все равно покупают. И на ее качество никто не жаловался. Оно даже лучше казахстанской. Впрочем, несмотря ни на что, цены на местном рынке определяют Казахстан и Россия. В прошлом году, когда в этих странах случилась засуха и пшеница уродилась неважно, в Кыргызстане цена муки за год поднялась на 20%. Местные производители муки надеются на то, что главный вопрос на сегодняшний день, вопрос контрабанды, будет вскоре решен. Бактыль Кульчуманов, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.